Куриная голень – одна из самых выразительных частей птичьей туши. Удобные куски, удобные фрагменты тела, хорошо держать в руке. Большое количество мяса, очень просто готовится и довольно элегантно смотрится на тарелке. Одно из самых простых и внятных блюд с их участием – куриная голень, замаринованная в агрессивном достаточно маринаде с участием соевого соуса, растительного масла любого происхождения, я налью оливкового, меда, самый мощный из существующих натуральных приправ. Взбиваем так, чтобы мед разошелся в соевом соусе. Не слишком много добавляю меда, потому что, во-первых, это слишком выразительные вещи, можно перегнуть. Плюс мед при нагревании имеет свойство гореть, и дополнительную округлость, дополнительный выразительный вкус мы придадим при помощи сахара. Сахар в сочетании с соленым соевым соусом рождает мощное вкусовое влечение. Кроме сахара и соевого соуса мы можем добавить чуть соли, хотя соевый соус вполне солоный, справится с вот таким количеством куриных голеней. Немного кислоты, чтобы обострить вкус маринада. Немного перца. Разбиваем все это еще раз. И, наконец, пряной травки. Тимьян в данном случае. Массаж. Пару минут на это надо потратить. И дальше отправляем примерно на полчаса, 40 минут в холодильник. Пока курица маринуется, можно заняться приготовлением гарнира. Универсальная абсолютно вещь. Сначала сваренная, а потом слегка поджаренная картошка. Холодная вода, немного соли и примерно 10 минут после закипания. Сваренную картошку нужно извлечь из воды и еще немного от воды обсушить, просто высыпав на противень. Мы избавляемся от лишней влаги, чтобы нам сподручнее было картошку жарить. Дело в том, что ее много, она сосредоточена, капли воды, собираясь в сковородке, начнут испаряться, и картошка вместо того, чтобы обжариться, начнет вариться, что не в наших интересах, мы так ее уже сварили. Немного растительного масла, немного сливочного. Не нужно создавать такой сугубой толпы с картошки. Места должно быть достаточно, чтобы картошка легко мешалась, чтобы происходил процесс жарки, а не тушения картошки. И жарим эту самую картошку до приятной, красивой, уютной корочки. Можно перца добавить. Готовую картошку нужно избавить от жира, точно так же, как мы в начале вот этого пути перед жаркой избавляли ее от воды. Для этого нужно выстелить в подходящую форму бумажное полотенце и пересыпать на них готовый картофель. Перед подачей вы можете эту картошку слегка подогреть, уже не используя сковородку, а, например, поставив маленький противень с картошкой в духовку. Замаринованные голени надо просто высыпать в любую подходящую форму, распределить их по этой форме так, чтобы они лежали не очень кучно, максимально не кучно. И отправить в духовку, разогретую до температуры 185-190 градусов, примерно на 35-40 минут. Вообще у курицы, приготовленной в маринаде из сои и меда, и так достаточно выразительный вкус. Но соус, который я хочу сейчас предложить, сделает эту интригу картошка, курица еще наряднее, еще более яркой. Немного йогурта, не слишком много кунжутных семечек, чеснок, кунжутное масло, которое добавят вместе с кунжутными же семечками аромата Востока, лимонный сок, который сделает вкус соуса легким, ироничным даже слегка, соль, перец и много петрушки. Вкус и густоту соуса вы можете регулировать добавлением дополнительного количества кунжутных семечек или кунжутного или прочего растительного масла. Эти куриные голени в готовом виде, может быть, и не составят счастья всей вашей жизни, но точно могут составить счастье целого обеда. Дерзайте.